Людей неинтересных в мире нет, сказал поэт Евгений Евтушенко. И, конечно же, был прав. Стоит оглянуться вокруг, и вы увидите, сколько разнообразно талантливых, интересных людей живет рядом с нами. Человек, о котором хочется рассказать сегодня в очередном выпуске передачи «Твои люди Якутии» — Афанасий Уаров, учитель физкультуры специальной коррекционной школы города Ленска, тренер по масс-рестлингу, с недавнего времени еще и педагог по настольным якутским национальным играм. Приехал в Ленский район в 2014 году, сам уроженец Сунтарского района, села Тойдах. Родился в простой семье рабочих. Мама трудилась в детском саду помощником воспитателя, папа всю жизнь занимался хозяйством. Родители воспитывали 6 детей. Как вспоминает Афанасий, спортом занимались двое – он и младший брат. Герой нашей передачи с юных лет увлекается масс-рестлингом, якутскими прыжками, боксом и настольными играми. Окончив школу в селе Сунтар, поступил в институт города Мирный. Мирным учился я на техника, механика, так назвалось. Там отучился, а потом я в армию ушел. После армии тоже пришел туда, потом там жену встретил, потом в Сунтаре где-то пожили, и потом мне не было по работе, и мне тренер был у меня, Осипов Анатолий Павлович. И он мне говорит: ты что мучаешься, ты же можешь учиться, давай иди поступай где-нибудь физкультурно, ты можешь учиться. Ну, я поступил по его рекомендации в Чурапчинский государственный институт. И там 5 лет отучился заочно и там закончил. Пока учился, регулярно посещал тренажерные залы. Акцент делал на якутские прыжки и пауэрлифтинг. Участвовал в спортивных соревнованиях, занимал призовые места. После окончания института ушел в армию, отслужил и вернулся в родной район. Устроился учителем физической культуры в коррекционную школу. Проработав год, молодой человек решил переехать в Ленск. Здесь тоже решил работать с особенными детьми. По родительской линии и по отцовской линии все учителя, получается. Я сам не знал, как стал. Но мой брат учителем работает. Ну, наша семья, все учителя. Работает в Вилюйске, работает мой брат. И последний брат, который с нами, он тоже работал учителем. Сейчас не работает, в другом месте работает. Тоже физкультуру? Да, тоже физкультурно закончил. А другой там учитель труда. И все семьи, короче, не племянники, а троюродные, двоюродные сестры, все учителя. И тетя тоже учителем работает, тоже в коррекционной школе. И там все в коррекционной школе работают, большинство в коррекционной школе работает. То есть здесь интересно стало, поэтому до сих пор работаю, нравится. Маленькая школа, наверное, и не могу сказать, работа есть работа. Там работаю и там работаю. Я не знаю, как судьба распределила, но здесь пришел, сразу устроился. Не выбирал, такую школу, все, взяли, так взяли, все. И до конца, как говорится, работаю. Сложно с такими детишками работать? Ну, есть сложности. Ну, привыкаешь. Как говорится, наша жизнь очень легкой стала, поэтому развития не будет, поэтому здесь тоже развиваешься с такими детьми. Как с ними работать, как с ними все время учимся, курсы проходим. Привыкаем, как говорится. И не знаю, в другой школе я пошел бы, я не знаю, с чего он начал бы. Там дети другие, контингент другой. Не знаю как. Афанасий Уаров готовит ребят с инвалидностью к участию в соревнованиях, воспитывает любовь к различным видам спорта и учит дружить. Урок физической культуры в коррекционной школе проходит не по обычному сценарию, ведь работать педагогу приходится с непростыми учениками, которым нужен особый подход. Знает его Афанасий. Его дети понимают с полуслова, на занятия бегут с удовольствием, ведь каждый раз они знают и ждет что-то новое. Афанасий Александрович, он с нами поет зарядку, мы играем гуси-лебеди, баскетбол, и мы делаем зарядку. А еще я больше люблю руки вверх. Уроки проходят интересные, мой любимый урок это чтение, ну и физра тоже. Научил мячика так делать руками. А я у него научился в зале. И все он еще научил эти палки бросать. Что там? Еще мы иногда учим вот этот
Вертушка. Да. Надо взять палку и ставить эту дырку, и теперь вот так, так ноги сделать, и руками держать, и потом надо крутиться. И на следующий уровень надо. Как уже стало понятно, из вышесказанного большое основное внимание Афанасий Александрович уделяет национальным видам спорта. Приобщает к ним и своих воспитанников. Надо сказать, что детям нравится. Они с интересом осваивают якутские виды спорта. У некоторых получается выполнять даже самые сложные элементы. Например, якутскую вертушку. Наверх делай, наверх. Держи, наверх делай. Во, молодец. Педагогом коррекционной школы Афанасий Александрович является уже 10 лет. С его приходом все изменилось. Дети подтянулись, обрели уверенность в себе, рассказала директор учреждения. Начали участвовать в соревнованиях сначала в городских, после в районных, а затем и в республиканских. Откуда ребята постоянно привозят призовые места. Афанасий Александрович поступил в нашу школу в 2014 году молодым специалистом и работает по сей день, вот уже на протяжении 10 лет. Ну, начал работать он в приспособленном помещении, то есть спортивный зал у нас приспособленный, но тем не менее показал очень хорошие результаты. Начинал заниматься с детьми с легкой атлетики, ну а затем предложил мне национальные виды спорта, вести национальные виды спорта. Начинали мы с национальных прыжков, якутская вертушка, масс-рестлинг, но особенно детям понравился вот именно масс-рестлинг. Далее, значит, мы стали выезжать в Артанахар на фестиваль «Игры предков». Дети стали занимать призовые места. Афанасий Александрович на этом не остановился. Так как он по совместительству работает тренером в спорткомплексе «Олимп», он стал привлекать наших детей. Особенно стал привлекать детей, которые состоят на различных видах учета. Стал заниматься с ними масс-рестлингом, и в результате мы выезжаем уже на региональные виды спорта. Занимается с детьми Афанасий Александрович и в неурочное время. В коррекционной школе создан клуб по национальным видам спорта «Мадун». Масс-рестлинг, самый доступный, масс-рестлинг в первую очередь. И настольные игры, хабл-хамска, якутские прыжки, ну, это элемент даем как прыгун все равно. Северное многоборье, прыжки через нарту, это один элемент, а там много элементов, как говорится, упражнений. Ну, на соревнованиях это считается северное многоборье, это очень многоборье считается. Поэтому я этот вид соревнований беру, это прыжки через нарты. Они хорошо развивают прыжковые упражнения, выносливость вот это. Ну, они знают. Если у нас зал был бы, там можно было, там есть, как говорится, мамонт есть, ну, это кидают через это лассо, как говорится. И по-другому, я не знаю, как так называется, я так называю. И еще бег на 3000 метров, с палочкой бегают. Прыжок 3×3, это специальный прыжок, в зале прыгают. И еще вот это кидание топора. И еще вот нарты. Это все. Вот это очень много видов спорта, поэтому я взял только упражнил прыжки через нарты. Настольные игры есть хабл-хамска. Вот прошлого года начали вот развивать потихонечку. И в районе соревнований проводим. Вот 22 соревнования провели потихонечку. Ну, тоже развиваем здесь. Для коллектива Афанасий Уаров настоящая находка. Его уважают и ценят коллеги. Афанасий Александрович является, конечно, образцом для наших детей, особенно для мальчиков. Он примерный семьянин, он ведет здоровый образ жизни. Благодаря прекрасной работе Афанасия Александровича большинство грамот и дипломов у нас, конечно же, по спортивным достижениям. Вот совершенно недавно мы получили благодарственное письмо Управления образования и Комитета по физической культуре и спорта именно как лауреаты за популяризацию и национальных видов спорта. Также в этом году Афанасий Александрович у нас получил нагрудный знак к столетию физической культуры и спорта именно в Республике Саха-Якутия. Сам педагог признается, что отношения внутри коллектива очень важны. Это одна из составляющих успешной работы. Коллеги его поддерживают во всем, стимулируют на победы, которых в копилке у нашего героя немало. Коллектив у нас хороший, все учителя, профессионалы в своих
дел. Когда приехал, всегда помогали, как говорится, советом, наставничеством. Педагог физической культуры пользуется безграничным доверием и заслуженным уважением детей и их родителей. Многочисленные поощрения и награды свидетельствуют о том, что труд Афанасия Александровича высоко ценен и служит достойным примером для коллег и обучающихся. С 2016 года герой нашей передачи является еще и тренером по масс-рестлингу. До этого времени вести секцию по данному виду спорта было некому, а желающих заниматься этим видом спорта было предостаточно. Узнав о серьезном увлечении масс-рестлингом учителя физической культуры коррекционной школы, инициативная группа уговорила Афанасия Александровича и предложила его кандидатуру руководству спорткомитета. Поговорили, съездили в спорткомитет, и там меня взяли. Еще в преддверии, еще до этого было Игорь Мончаров. Там нам путевку должна была завоевать. Кто-то с ним должен был ехать. Тренер нужен был, поэтому я устроился. Ну, надо было, попросили, что спорт и спорт одно и то же, поэтому устроился, работал. Когда вы стали тренером? В 2016 году. И с 2016 года до сих пор работаю в спорткомитете. Тренером по масс-рестлингу. Да, тренер по масс-рестлингу. Так уже на протяжении 8 лет в Ленске работает секция по масс-рестлингу. Ее посещают не только взрослые, но и дети. Их сегодня в группе более 20 человек. Своих воспитанников тренер поддерживает во всех начинаниях. Благодаря его настрою ребята показывают всегда высокие результаты. Один из его учеников, Владимир Казаринов, не думал становиться спортсменом. Педагог заметил его и предложил ходить на тренировки. Поначалу молодой человек сомневался и не видел цели. Александр Афанасьевич неустанно звал, приглашал, мотивировал и со временем сумел заинтересовать его. Мне он понравился, вот прям сильно очень понравился. Я все время равнялся на Иннокентия Иннокентьевича Федорова. Но больше всего сейчас масс-рестлинг, вот, якутская вертушка, якутские прыжки, борьба хапсагай. Скажи, пожалуйста, вертушка очень сложно, да? Что нужно для того, чтобы научиться ее делать? Мало кто такого получается. Ну, надо привыкать к этому, спину развивать свою. Начинать пока, даже с малых лет можно. Вот самый первый, можно пока начинать. Я вот тоже, когда не умел вообще ее крутить, мне говорят, давай, поработай, все равно попробуй. Все, вот сейчас научился на соревнованиях, много раз делаю. Сейчас Владимир – участник и победитель районных и республиканских соревнований. В Артанахре я был 2 первых места занял. Это абсолютное первенство и масс-рестлинг. Потом я уже поехал в Якутск на машине. 1 место занял. Все ребята, которые находились в зале во время интервью, многократно побеждали на различных соревнованиях, добились многого в адаптивном спорте. И это, конечно, благодаря своему педагогу, его мотивации, его любви к своему делу, к своим воспитанникам. Ну, у кого желание есть, кто целенаправленно работает, тот с ними работает очень легко, потому что они знают, за что они занимаются, за что они борются, как говорится. Время есть заниматься, много времени, много лет надо. Кто-то с детства занимается, кто-то в взрослой жизни пришел, начал заниматься. Вот я хочу заниматься. Ну, как стало интересно, и хобби стало, и до конца так занимаются. Некоторые как во время школы занимаются, потом школу заканчивают, все, уже хватит, уже все. Вот. И все, в дальнейшем на учебу отдают свои силы, а потом могут опять вернуться, могут. Ну, то, у кого какое желание есть. Какие-то определенные качества или какие-то определенные данные нужны для того, чтобы... Ну, есть, всегда нужны определенные качества. Сила, выносливость, скорость. Это самое, это, как говорится, в этом спорте нужно. Сила обязательно нужна. И основное еще голова. Думать надо хорошо. Соперника, кто, как и движение. У нас же вид единоборства считается то же самое. Тренер воспитал нескольких чемпионов, среди которых даже чемпион мира по масс-рестлингу, наш земляк, победитель Кубка Европы и 2 Кубков мира 2019 года Иннокентий Федоров. Он был участником и чемпионата Якутии по масс-рестлингу среди мужчин, женщин и ветеранов имени Десяткина, который проводился в Ленском районе несколько лет назад. На родной земле мужчина тоже вышел в финал и одержал победу над Нюргуном Петуховым из Усть-Алданского района в весовой категории до 90 килограмм. Несмотря на свои регалии, чемпионат Якутии
Иннокентий выиграл впервые. Видимо, дома и стены помогают, и колоссальное влияние оказала поддержка зрителей, считает масс-рестлер. У меня первый раз всегда не получалось на чемпионате республики. Не то, что я даже в тройке не был. В турнирах разве. В прошлом году с Дальнего Востока, сейчас вот сразу на первое место вышел. Это впервые вы? Это впервые, да, впервые. У меня до этого вообще, не получалось. Каждый год 4-е, 5-е. До этого за 3-е проиграл. Готовились серьезно, да, к чемпионату? Скажу, что чуть-чуть думал, что не хватает. Видимо, самочувствие соврало на себя. Такое ощущение, что вот именно в Ленске, в вашем родном районе проходит чемпионат? У меня, кстати, такое впервые, да, вот в финале почувствовал, да, такую поддержку. Я такое вообще впервые чувствую. Волнительно, наверное, у себя на тройне волнуется. Но уже на тренировке я давно уже, да. Как-то вот думаешь, что у своих, у родных, как бы не опозориться, думаешь, да. Все равно. Какие дальнейшие планы ваши? Чемпионат России. Когда это будет? В мае 15-17. Сейчас начнешь тренироваться? Немножко отдохнем, и, конечно, да. Я бы не сказал, что я в хорошей форме. Так, я после Нового года начал. После ноября я отдыхал. Потом вот с Нового года начал набирать. Предстоит работа, Да. Что пожелаете вот нашим землякам, болельщикам своим? Хотелось бы, чтобы в масс-рестлинге еще прибавилось участников от Ленского района. Девушек не хватает. Трибуны взрывались, когда на помосте появлялся наш чемпион. Артанахаринцы, откуда родом Иннокентий, приехали целыми семьями поддержать земляка. Они подготовили плакаты и кричалки. Зрители были в ошеломляющем восторге от таких зрительных поединков. Многие приехали из наследников, чтобы поболеть за своих и посмотреть на других. Даже из отдаленных, труднодоступных сел, как Натора, Инял и Талон. Определенно нет, но за всех болею. Мероприятие нравится на высшем уровне. Обязательно нужны, чтобы посмотрели, какие люди живут здесь, и собирать своих мастеров, учить и вытаскивать на высший уровень. Высоко оценил подготовку Ленского района к этим масштабным соревнованиям и тренерский состав. Чемпионат проходит очень высоком организованном уровне, и это значит, это водные ворота республики называется, да? И впервые за историю масс-рестлинга очень на высоком уровне проведено этот чемпионат. Спортсмены довольны, судьи довольны, и мы, тренера, тоже довольны. Такой большой зал и три помоста, это очень быстро провели, очень аккуратно провели. Мы благодарны руководству УЛУСа. Именитых гостей было немало. Они наградили победителей и некоторым вручили звание мастеров спорта Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу и нагрудные знаки Министерства по физической культуре и спорту Якутии. Впереди у Иннокентия Федорова еще не один чемпионат, который он обязательно победит, уверен его бывший тренер. Свой стиль, технику должен иметь каждый масс-рестлер, иначе победить соперника будет невозможно, уточняет тренер. К сожалению, по словам Афанасия Уарова, есть момент, который его огорчает. Сегодня у подростков нет желания заниматься спортом. Чаще юноши приходят на тренировки просто провести время. Неважно, пройдет ли оно с пользой. Искра в глазах детей, конечно, загорается, но когда приходит время трудиться, она тут же гаснет. Кто-то год позанимался, мне это не получается. Кто-то 2 года занимается, мне не получается. Некоторые 10 лет занимаются, только начинает результат приходить после этого. Кто-то, да, можно долго ждать, можно быстро. От таланта, от желаний, от мечты зависит все. Мечтает герой нашей передачи в Ленском районе развить национальные виды спорта. Не только масс-рестлинг, но и хапсагай и настольные игры. Кстати, что касается их, то начало уже положено. В этом году прошел фестиваль «Рост», на котором одна из учениц коррекционной школы, воспитанница Афанасия Александровича Светлана Голомарева, провела мастер-класс по якутским настольным играм «Хаблык» и «Косточка». Подбрасываешь и ловишь по одной палочке. И до конца. Пока эта кучка, вот эта большая кучка не закончится. И сколько у тебя кучки палочек? Типа 30 или
20. А по косточкам играть, это тоже подбрасываешь по одной, по два, по три, по 6. И ложь по 4 то же самое, по 5. Ну, например, ты подбрасываешь, по одной берешь, потом по 2. То же самое. Ну, а теперь опять упал. Участники фестиваля с удовольствием играли в настольные игры. Было сложно, признаются многие, но были и те, у кого получалось справиться с заданием. Вот это очень специфический вид спорта. Нам усидчивость нужна, как говорится, выносливость, концентрация, внимание. Из-за этого потихонечку с 1 класса я уже в этом году уже начинаю. Взрослые уже вот начинают играть, они устают. Ну, есть некоторые ребята, что хотят играть, заинтересованы. Не все, как говорится. Прошли в Ленске и соревнования по хабылык и хамыска. Турнир проводится впервые. Он собрал более 20 жителей города, увлеченных этим видом спорта. Часть из участников посещает занятия Афанасия. Кто-то навыкам игры научился сам. У нас такого кружка нету, у нас тренера по настольным играм нету. Я только в школе преподаю, и там мне кружок есть, клуб Мадун, и там преподаю. Вот школьники, мои коллеги есть и ученицы есть одна. Но это те, кто умеет уже играть, или те, кто... Но не так, вот только они некоторые умеют, чуть-чуть умеют. Ну, я правила рассказал, они еще по старому правилу играли. А сейчас увидели, они удивились, что правило изменилось. Еще он имеет мастерский уровень, Республика Саха-Якутия имеет. Каждому участнику был выдан комплект лучинок – 30 штук. Это палочки длиной 16 сантиметров, шириной и толщиной несколько миллиметров. Игра длилась в течение 2 минут. Правила несложные, но сноровка нужна. Побеждает тот, кто поймает больше лучинок. Сперва вот так берем, а потом должны подбрасываем и тыльной стороны должны ловить. И ни одна лучинка не должна на столе валяться. Вот все должна быть на руке. И еще раз подбрасываем, и из этих 30 лучинок надо одну поймать, умудриться поймать. То есть надо только одну? Одну. А потом отлаживаем, дается 2 минуты и 2 попытки. И записывать наилучший результат. Хамска то же самое. 2 минуты и это. Там 5 камушек играть хамска. И то же самое. Очень демократичный вид спорта, потому что там дети, бабушки, дедушки все играют, женщины тоже самое. И даже по возрастам разделяют. Разница 10 лет. Там. Возраст смотрят. Единственный в Ленском районе, кто занимается, да, профессионально этим? Ну, я не профессионально, потому что я учитель, я должен знать. Поэтому детей надо прививать. С малых лет надо прививать, чтобы они очень хорошо развивают память, мелкую моторику. И самое лучшее, они усидчивыми становятся и почерк хороший. Поймать 17 лучинок удалось Августине Григорьевой. Женщина с азартом подкидывала раз за разом комплект хабылыков и радовалась, когда количество удержанных росло. Давай. Когда ты играла, старость не радость. Давай. Как же так? Августина Михайловна, можно смело сказать, профессионал в этой непростой игре. Вообще-то я якутка, и мы этим делом занимаемся с детства. Мы играем, да? Ну вот последнее время так в стороне, а потом начали играть, я стала играть чуть-чуть. И я играю с той целью, что родители живут в городе Якутске. С такой целью надо каждый день сейчас заниматься, вот обязательно. Сложно сидеть, а просто заниматься надо. Аида Рославцева 2-й год увлекается этим видом спорта. Обучается дома. Принимала участие в нескольких соревнованиях за здоровый образ жизни, проводимых в селе Артанахара. В этот день пришла просто посмотреть, но не удержалась. Решила посоревноваться с соперниками. Первая попытка получилась не очень удачной, но женщина не расстроилась. Ну, руки работают потихонечку. Как оцениваете себя вот сейчас? Ну, пока начальный уровень. Свой уровень, то, что я выполняю дома, нет, конечно. Да, у меня 10-12 получается, здесь я всего лишь немножко набрала. Поэтому здесь обычно аудитория сама по себе влияет. Главное не победа, а участие. С такой целью пришла сюда и Марина Казакова. Я вот первый раз пришла просто поддержать наших ребят, наших женщин. Просто поддержать. Но решила в итоге поучаствовать. У меня получилось 5 и 2. 7 получилось. Ну вообще как впечатление? Очень интересно, очень.
Игра хаблык требует хорошей координации движений, быстрой реакции и сосредоточенности. Она помогает развивать моторику рук, улучшает координацию и тренирует концентрацию. Об этих особенностях игры рассказал нам тренер. Сегодня все участники показали неплохие результаты. Есть интерес ленчан, значит, будут и достижения. На следующий год лучшие будут представлять Ленский район уже на республиканских соревнованиях. За стенами школы Афанасий занимается с детьми на благотворительной основе, потому что любит свое дело. Семья, жена и сын всегда поддерживают его старания. В свободное от работы время герой нашей передачи занимается стрельбой из лука, приобщает к этому увлечению и сына. Впрочем, как и ко всем видам спорта, которыми занимается сам. Сына спорту переучаем потихонечку со мной в зале. Да. Ну, интерес есть. С детства он все виды спорта знает. Я всегда с собой вожу везде. Хоть соревнования любил, вот этот волейбол, стрельба с лука, хоть теннис, вот, пока футбол показывает. Но пока он не решил, как говорится, еще не выбрал свой вид спорта. Хочет заняться борьбой, говорит. Ну, посмотрим дальше, чем будет заниматься. В теплое время года спортсмен много бегает на стадионе, ведет активный образ жизни, отдыхать любит тоже активно, ездит на охоту и рыбалку. В своей работе герой нашей передачи посвятил себя. За годы труда он воспитал много детей, которые сейчас признательны любимому педагогу. Для большинства он не только педагог, но и друг и наставник.